В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствуем радиослушателей на самой крымской волне. В эфире «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, сегодня обсуждаем самые актуальные темы, высказаться на которые можете и вы, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный для крымчан. И если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте 044 490 29 05. Нам важно ваше мнение. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, правда ли, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан, которые из-за аннексии полуострова вынуждены были взять российский паспорт. Как известно, президент Украины внес в Верховную Раду проект закона 8297 о внесении изменений в закон Украины о гражданстве. Что подразумевает этот документ, какие риски несет и могут ли крымчан принудительно лишить украинского гражданства. На эти темы поговорим в ближайшие 25 минут после того, как в нашем сюжете расскажем, какие именно положения законопроекта вызвали вопросы. Крым в центре внимания. Захотел въехать с российским паспортом – отдавай украинский. Президент Украины Петр Порошенко инициировал изменения в закон о гражданстве Украины, которые предусматривают дополнительные основания для лишения украинского гражданства и могут коснуться крымчан. К примеру, законопроект предполагает, что лица, имеющие двойное гражданство, могут потерять украинское, если попробуют въехать в страну, предъявив российский паспорт. Также рискуют лишиться украинского гражданства те крымчане, которые участвовали в российских выборах и в связи с этим оказались в официальных реестрах российских органов власти. В то же время в законопроекте признается, что крымчане, ставшие гражданами России из-за незаконных действий российских властей Крыма, не получили российские паспорта добровольно, а значит, это не может стать основанием для лишения их украинского гражданства. Эта президентская инициатива вызвала резонанс среди пользователей социальных сетей в Крыму и на материковой Украине. Некоторых из них законопроект возмутил, поскольку его трактовали якобы как отказ Киева от жителей аннексированного полуострова. У нас еще нет закона о коллаборации, он очень спорный. Как определить ситуации, которые расценивать как добровольная коллаборация? Пока что к таковым относятся разные новоиспеченные депутаты российских партий, чиновники. Вряд ли учителей и врачей, которых заставили идти на выборы под страхом увольнения, будут считать коллаборантами и лишать гражданства. Какой нежданчик. Тут весь Крым голову ломал, как отказаться от гражданства. И тут такой подарок. А зачем вообще закон этот нужен? Если он вступит в силу, то, соответственно, граждан Украины на территории Крыма не останется. Приняв этот закон, депутаты и президент фактически отказываются от Крыма как территории Украины. Отреагировал на информацию о новом законопроекте и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. На своей официальной странице в Фейсбуке он назвал инициативу украинского президента неадекватной. Безусловно, ни для кого не секрет, что у многих крымчан на территории Украины находятся родственники или имущество. И поэтому крымские власти никогда не настаивали на том, чтобы изымать украинские паспорта у граждан. Данная процедура коснулась только чиновников, работников правоохранительных структур, судебной системы и так далее. Для кого это было обязательным условием при поступлении на работу. Если Украина примет окончательное решение совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, будем прорабатывать комплекс мер, который позволит крымчанам не почувствовать дискомфорта. Первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял в эфире телеканала 112 Украина напомнил, само наличие российского паспорта у гражданина України ще не являється поводом для лишення гражданства. Ми повинні розуміти, що президент України, який має приймати рішення про надання чи припинення громадянства, не буде робити це скопом, я так розумію. Недобровільне придбання російського громадянства зокрема в Криму, не являється підставою для припинення громадянства. От про цю сторону мало хто говорить, однак це дуже важливо. Тобто не просто вже Мін'юст, а вже закон України буде
буде говорити про те, що російський паспорт, який більшість громадян України в Криму змушена була отримати, щоб тут почуватися більш-менш комфортно та безпечно, він не є підставою для припинення громадянства України лише за окремими випадками, які відзначаються в цьому законі. Законопроект был подан в Верховную Раду Украины 19 апреля и пока рассматривается в парламентских комитетах. Крым в центре внимания. В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о законопроекте 8297 о внесении изменений в закон Украины о гражданстве. Правда ли, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан? Эти вопросы мы адресуем сегодня нашим экспертам, и вы можете задать вопросы или высказать свое мнение по этому поводу, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926. Как знаете вы, это бесплатный номер для жителей полуострова, и 044 490 2905 по тарифам вашего оператора. Можете нам позвонить, если вы находитесь на материковой части Украины. И заявление о том, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан, стали активно использовать крымские и российские СМИ и растиражировали все центральные средства массовой информации России. Они заявили, что Петр Порошенко фактически признает жителей полуострова гражданами России. Так ли это, мы будем спрашивать у наших экспертов. И российские СМИ писали, что в качестве основания для потери гражданства Украины на самом деле выступил именно президент, и выступивший с этим изменением в закон о том, что из себя представляет этот проект и в чем его актуальность. Адресуем эти вопросы нашим специалистам. И проект законопроекта уже есть на сайте парламента. Он значится как неотложный. Если вы зайдете на сайт, то номер наберете 8297 и найдете его. И то, что российские СМИ называют в качестве основания для потери гражданства Украины, на самом деле выступает, как пишут украинские СМИ, гарантии прав крымчан как граждан Украины. Попробуем этот вопрос адресовать постоянному представителю президента Украины в Крыму Борису Бабину, с которым пытаемся связаться. В эфире радио «Крым Реалии». В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Итак, говорим сегодня об изменении в закон о гражданстве Украины, что он собой подразумевает. С нами на связи глава правления Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев. Доброе утро. Доброе утро. Как вы считаете, вот этот законопроект необходимо ли дорабатывать, и какие положения его вызвали резонанс в обществе? Но дело в том, что если говорить вообще о том законопроекте, который зарегистрировал президент Украины, это как раз-таки те изменения, которые или дополнения и изменения в действующий закон про громадянство Украины, про гражданство Украины. И понятно, что здесь в этом как раз-таки законопроекте пытаются учесть ряд проблем, которые существуют и в том числе в связи с оккупацией Крыма и в связи с теми последними процессами, которые происходят в Украине. Конечно, больше привлекло внимание и экспертов, и общественность именно то, что появляется статья 19, как раз которая касается Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые являются временно оккупированными. А имеет ли отношение, сразу спрошу, имеет ли отношение эта статья закона именно к крымчанам, поскольку она регулирует, да, это крымское гражданство не является гражданством иностранного государства, да? Относится ли эта статья к крымчанам, на ваш взгляд?
На мой взгляд, дело в том, что здесь как раз-таки этот вопрос до конца в законодательном плане не урегулирован законодательством Украины. И поэтому здесь, с одной стороны, речь идет о том, что именно те наши соотечественники, которые находятся в Крыму и которые вынуждены были получить паспорта Российской Федерации, при этом сохраняют украинские паспорта, как раз-таки и попытка урегулировать этот вопрос. Но здесь больше экспертов волнует то, что лишать гражданства тех людей, которые принимали участие в выборах и в других или в иных действиях, которые организовывает оккупационная власть или Российская Федерация на территории Крыма. И вот этот момент, он, на мой взгляд, очень интересен в том плане, что когда мы говорим о выборах или о службе в армию или еще о каких-то процессах, то речь идет о том, что порой бывает, что люди вынуждены участвовать в тех или иных процессах. То есть служба в армию. Сегодня молодые люди, их призывают в армию, их приглашают в военкоматы, и, соответственно, если они не пойдут служить в армию, то у них могут возникнуть проблемы, и их могут осудить. Тем более сейчас Российская Федерация внесла изменения в свое законодательство. Если раньше по повестке нужно было идти, то сейчас, если подходят сроки, то житель или так называемый гражданин Российской Федерации обязан сам явиться в военкоматы, и, соответственно, если он не приходит, то открывает вплоть до уголовного производства. И что касается выборов, понятно, что в этом законопроекте написано, что в публичных реестрах. Но проблема возникает в следующем. А каким образом мы будем фиксировать эти процессы? А каким образом мы можем зафиксировать всех избирателей? Вот, к примеру, я уверен, что в отношении меня, что я и моя супруга внесены в реестр избирателей в поселке Молодежного Симферопольского района. Просто по факту регистрации, правильно? По факту регистрации, потому что я не брал российский паспорт, но Российская Федерация меня считает гражданином Российской Федерации, потому что на момент оккупации, на момент референдума я имел крымскую прописку и имею по сегодняшний день. Но при этом я не уверен в том, что проголосовали, скажем так, мои бюллетени. Или что не проголосовали. И поэтому вот здесь как раз-таки четко дифференцировать тех людей, которые оказались в реестре избирателей оккупационной власти, голосовали или они или нет, тут доказать очень сложно. Другой вопрос, что можно, конечно, определить тех людей, которые работали в избирательных комиссиях, которые работали в избирательных комиссиях всех уровней. Вот здесь, конечно, проще найти, проще собрать эту информацию и, соответственно, реагировать на это. Но здесь еще возникает вопрос, а механизм лишения гражданства? Да, и в целом я считаю, что мы должны сегодня работать над этим законопроектом именно в том направлении, что наоборот, тех людей, которые живут в Крыму, которые имеют и сохранили украинские паспорта, дать возможность, чтобы они сохранили эти паспорта и дальше, до деоккупации. Чтобы те люди, или те молодые люди, которые сейчас, до оккупации, уже прошло 4 года, не успели получить украинские паспорта, те молодые люди, которым сегодня исполняется 16 лет, или в прошлом году исполнилось 16 лет, или в будущем будет исполняться, чтобы мы именно создали механизм для получения этими людьми, возможно, автоматического гражданства Украины и упрощенную процедуру получения. Ведь если мы будем смотреть с обратной стороны, ведь до деоккупации Крыма Российская Федерация активно вела работу по получению гражданства Российской Федерации и в Севастополе, и в Симферополе. И несмотря на то, что согласно законодательству Украины запрещено иметь двойное гражданство, Российская Федерация создавала все условия, а согласно российскому законодательству можно иметь гражданство Российской Федерации и другого государства, все условия для того, чтобы жители Крыма, которые имели пророссийскую позицию,
могли получать российские паспорта. И, к сожалению, на тот момент СБУ Украины работала очень слабо, и, конечно, именно в Крыму и Севастополе и достаточно большое количество жителей Крыма и города Севастополя имели, несмотря на то, что являясь гражданами Украины, имели российские паспорта. Как вы считаете, вот проанализировав текст законопроекта, который существует на данный момент, да, без правок, вот мы сейчас можем однозначно ответить на вопрос, могут ли крымчан принудительно лишить украинского гражданства? Вот дело в том, что я считаю, что необходимо доработать этот текст, потому что этот текст даже пытаются трактовать по-разному. Некоторые пытаются трактовать, что это наоборот способ, скажем, способ удержания гражданства среди людей, проживающих на оккупированной территории. Некоторые считают, что это наоборот создает проблему, и это механизм, не то что механизм, а больше некая пугалка для тех людей, которые живут в Крыму. Но если мы хотим предупредить людей для того, чтобы они не участвовали в процессах организованных, я имею в виду политических процессах, организованных оккупационной властью, то здесь, на мой взгляд, лучше и больше нужно работать не над процессами гражданства или лишения гражданства, а над вопросами определения степени коллаборации. И здесь, вот, на мой взгляд, очень хорошая инициатива есть у общественной организации «Сила права», которые разработали законопроект о прощении. Вот здесь как раз-таки здесь создаются те условия о том, что люди, проживающие в Крыму и которые вынуждены работать в муниципальной власти или еще в каких-то других уровнях, чтобы они понимали, что на каком этапе их могут простить, какую степень коллаборации они совершают, и, соответственно, чтобы понимали те, которые сегодня совершают серьезные преступления, и что им не уйти от ответа, от ответственности, вернее. Вот здесь, на мой взгляд, нужно было бы больше работать вот в этом направлении. С одной стороны, я еще раз повторюсь, работать над тем, чтобы максимально создавать условия для получения или сохранения гражданства людей, проживающих в Крыму, украинского гражданства. И с другой стороны, четко позиционировать, каким образом будут нести ответственность, вернее, не каким, а в какой степени ответственность будут нести те люди, которые участвуют в тех или иных процессах, организованных оккупационной властью. Вот мне кажется, нужно работать больше в этом направлении, если мы говорим реально о деоккупации. Кроме того, уже вчера буквально приехали люди из Крыма, и действительно появление, здесь опять же зависит от средств массовой информации, и появление этого законопроекта, и, соответственно, появление различной трактовки, а мало того, очень активно подхватила российская пропаганда этот законопроект и начала трактовать по-своему, и, соответственно, начала запугивать людей, потому что реально мне вчера люди, приехавшие из Крыма, стали говорить, а что мы, в Крыму начинает появляться паника, что все крымчане могут быть лишены украинского гражданства. То есть там же пропаганда российская не занимается таким вот детальным анализом и детальной информацией, что же происходит, или что хотел сказать президент, зарегистрировав данный законопроект. Российская пропаганда активно использует то, что вы не нужны Украине, и вас всех лишат украинского гражданства. Поэтому вот в этом плане, мне кажется, здесь должны очень четко еще отработать юристы, четко должны проработать эксперты. И, в-третьих, конечно, средства массовой информации, которые должны донести информацию до людей, что речь не идет о том, что мы хотим избавиться от своих граждан, а мы хотим создать условия для получения ими или сохранения ими украинского гражданства. И, с другой стороны, чтобы они понимали, что, несмотря на то, что они живут на оккупированной территории, на них в том числе лежит ответственность. Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. А у нас есть звонок с вопросом вам от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? У вас есть возможность задать свой вопрос или высказать мнение. Доброго ранку. Я із окупованого Крима. Я хотів задати таке запитання. У мене колега вступив в партію ЛДПР спеціально, щоб висказувати свою основу проти цієї путінської компанії.
приймав участь, він був наблюдателем на виборах для того, щоб коли прийдуть наші, щоб розказати цю ситуацію. А наче, якщо він був би не в цій партії, то його вже посадили, як екстреміста. От як йому поступити з цим вопросом? Він любить, він в Україні живе 45 років, вже в Криму, любить і вважає Україну, він сам з України. Родом, все, ну живе так. От як в цій ситуації бути йому? От я просто не балакав и задаю такие запитания. Спасибо вам большое. Спасибо вам за ваше мнение. Скиндер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Что вот можем ответить на этот вопрос о степени участия в действиях оккупационных властей и коллаборации, о чем вы говорили? На самом деле очень хороший вопрос, потому что здесь как раз-таки этот человек, да, он вступил в политическую партию Российской Федерации. Да, он вступил действительно или участвовал в выборах, но не как организатор этих выборов, а как наблюдатель, который пошел, соответственно, собрать определенную информацию, кто принимает участие и как идет процесс. И с другой стороны, ведь есть и в том числе люди или обычные чиновники, которые работают сегодня в государственных структурах или муниципальных, и в том числе, находясь там, могут дать определенную информацию, которая также необходима. Я не говорю о силовых структурах, я говорю в данном случае даже в обычных гражданских структурах, где можно получить элементарную информацию о состоянии там экосистемы Крыма, с позиции оккупационной власти, о состоянии там здоровья населения и так далее и тому подобное. Масса различных сфер. И поэтому вот здесь еще раз я говорю, что именно не вопросом гражданства нужно решать эти моменты, а вопросом законом о прощении или законом о коллаборации. И еще вот один у нас, продолжим с вами разговор, еще у нас один есть звоночек. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос нашему эксперту? Это я на связи. Да, это вы, есть у вас возможность задать вопрос или высказать свое мнение. Да, вы в эфире. Извините, я по поводу... Алло. Да. И здравствуйте еще раз. Я имею в виду, я сейчас у дочки в Крыму. У меня две дочки в Крыму. Одна в Джанкое и вторая в Армянск. Они молодые. И тем более одна свидетель Иеговы. Она ни на выборы не было. Ничего. Я вообще имею в виду, почему мы это не имеем права, что приехать сюда к нам. Что-то слышно там по интернету, везде, что это будут забирать украинские паспорта. Объясните, пожалуйста. Спасибо вам за ваш вопрос. Скиндер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа, с нами на связи. Мне кажется, последний звонок доказывает то, что активно российская пропаганда работает, и уже у всех крымчан есть вопросы к этому законопроекту. Да, и возникла паника, или возникает паника у наших соотечественников. Тем более, если вот как раз-таки вот последний радиослушатель, который позвонил, он говорит, что его дочка имеет отношение к свидетелям Иеговы. Признанным экстремистами. Этих людей преследуют. И одного из лидеров Иеговы мы занесли в список погибших от агрессии Российской Федерации. Поэтому здесь на самом деле нам нужно активно работать в средствах массовой информации. Во-первых, это законопроект. Во-вторых, нам надо работать и доносить до наших людей, что здесь нельзя вдаваться в панику, потому что мы на самом деле здесь потеряем наших сторонников, которые верят в Украину, которые верят в нас и которые все-таки надеются в то, что Украина восстановит целостность своего государства. Будет ли Меджлис инициировать более активные общественные слушания по этому законопроекту, поскольку обсуждения не было до внесения законопроекта, который сейчас первоочередным считается? У нас планируется в ближайшее время заседание особого совещания Меджлиса крымско-татарского народа. Мы еще не успели обсудить данный вопрос, потому что оно у нас только планируется на завтра. И я думаю, что этот вопрос мы будем поднимать для того, чтобы была четкая позиция Меджлиса крымско-татарского народа в этом вопросе. Минутку, еще один звоночек примем и продолжим. Здравствуйте, у вас есть возможность высказаться. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире. У вас есть возможность задать вопрос нашему эксперту или высказать свое мнение.
это из Крыма. Я хочу свое мнение тоже высказать. Значит, в Украине запрещено двойное гражданство, так? Очень быстро, да. А как же те варяги, которые прибыли в свое время из США, значит, Литвы, Польши, целая команда из Грузии, и им Порошенко дал, значит, паспорта граждан Украины. Спасибо большое. И я думаю, что главе правления Крымско-Татарского ресурсного центра Скиндеру Бариеву этот вопрос мы адресуем уже в следующем нашем эфире, поскольку время наше подошло к концу. Спасибо. В эфире радио Крым Реалии.